Пропавшими считаются 22 человека, большинство из которых крымские татары. Об этом на встрече с иностранными журналистами сообщил уполномоченный президента по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Лидер крымских татар также не исключает, что в ближайшее время из-за судебного процесса о запрете Меджлиса репрессии против крымских татар усилятся. Традиционная у них форма – это давить, сажать, старые традиционные советские формы. Свои вооруженные подразделения, батальон. Но основная задача этого батальона, конечно, не будет вооруженное освобождение Крыма. Слишком для этого у нас возможности ограничены. Не исключается, что если там начнутся какие-то кровавые вещи, чистки этнические, то этот батальон, видимо, будет приходить на помощь своим соотечественникам, чего бы это им ни стоило. Поэтому многие они называют себя батальоном смертников.